По направлению Академии «Полярная звезда» «Возрождение духовности» расскажем вам о знатоке, носителе эвенской культуры и фольклора Максиме Дудкине. Сюжет передачи прост, но имеет особый смысл. Это история эвенского мальчика, выросшего в полной гармонии с природой. Несомненно, он часть матушки природы, внешне суровой, но внутренне слабой и беззащитной. نرقهدم قلن طوغن نميكي عيمم مكن دورلي قلن قلا قيهقن قلن ديقن هيهقن قلن طوغن نميكي يريقيقو يكهدم بلن طوغن نرقهلي دورلي أيو دورم قنجهدم المهدم أيكلو هيهبكي عجهتا تغتتن قونيكن هريقهدم نيلك يا دورلي عيمم مكن هريقهدم كيهنجا هيهنجا نيلك يا دورلي عيمم مكن نوجهلا دورلي أيجكن دلهدن يلبهدن نجيا جندن يهكن هريجهدم. Индигирка, звучное, прекрасное название, вызывает представление о чем-то стихийном и стремительном, далеком и таинственном. В легендарной Аллаихе, в индигирской тундре, родился необычайно талантливый человек, вдохновленный родными просторами Максим Ильич Дудкин, который представляет свою жизнь только в ритме оленьего бега. Я родился в 1968 году весной, во время, когда телились оленята, как раз отел проходил в наших оленеводческих бригадах в эвенском селе Айотунг. Это старинное село, где проживали бок о бок. Но основные жители это были эвены, юкагиры, чукчи. Место, где традиционно, компактно жили коренные малочисленные народы севера Аллайховского улуса. Эвенское село Айотунг. Я там родился. Вся моя родина – это моя родная тундра. Потому что с рождения я уже начал расти, воспитываться в просторах тундры. Когда я родился, отец мой, Дудкин Илья Иванович, работал. Он вообще-то, у него профессия военный радист, работал в почтовой службе в населенных пунктах нашего, Берелях, Баягныр, Русское Устье, Айотунг, Котенко. И после моего рождения родители решили выехать в стадо, потому что
ему дали ответственную работу развития оленеводства, становления оленеводства в Аллайховском улусе. Род, откуда я произошел, род Дудки. Дудки – это даже по рассказам местных жителей села Аютунга существует легенда, Умчеген называется. И этот род, в ней легенда о лебедях, которые прилетели с полуденного солнца, со стороны солнца прилетели, и как бы наша тотемная птица – это лебедь. Дудкины были все оленеводами. Род мой очень большой. У них была своя территория. На территории, где кочевали, вели кочевой образ жизни. И оттуда, по велению судьбы отца моего, и мать направили в оленеводство. И с тех пор, с моего рождения, уже началась совсем моя кочевая жизнь. Потому что я считаю не одно место, где я родился, да, местом рождения, а всю территорию, где мы кочевали, бескрайней тундре. Это низовьях, верховьях реки Индигирки. Вся мое детство прошло с оленями. Вот, поэтому и бабушка моя, и дедушка, и прадед, и прабабушка, все были кочевыми, да? Содержали очень много оленей. Оленей и занимались разведением оленеводства. Все-таки я и до сих пор люблю тундру мою, потому что когда я бываю в тундре, я каждую травиночку, каждый кустик – это для меня родное, потому что я вырос в родной тундре. Но с детства, вот пока я в школу не пошел, вот я говорю, мы кочевали по всей тундре. Я старший, а вообще нас трое. Я старший Дудкин, из Дудкиных Ильи Ивановича сыновей Максим. Потом идет брат Василий, и самая младшая у меня Клара. Я сейчас один. Вот то, что сейчас в детстве, что впитала с молоком матери, да, и рассказы наших стариков, бабушек, дедушек, вот это мне сейчас в моей работе очень помогает. Помогает выжить в этой очень тяжелой для нас всех северян погодно-климатических условиях. Потому что жизнь меняется, жизнь развивается, а все равно условия существования в наших местах это очень тяжелое. Все-таки надо, выживает только тот, который знает условия жизни, быт, традиции своих предков. Вот это все взаимосвязано. Эвенское песнопение, посвященное нашему светилу Солнца. Солнце, она точно так же и как наш домашний очаг согревает, защищает, потому что мы радуемся, когда солнце встает, восходит, и мы преклоняемся и говорим теплые сердечные слова, здороваемся с солнцем, светилом нашим. И у нас есть посвященный к нашему светилу наш обрядовый праздник, праздник светения, праздник встречи солнца. Нөлтан кангет урungчен. Нөлтак, 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 нөлтан кангет гар панье, нөлтак, 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 гар панье, гар панье. Икайего икандам, икайего алмандам. Нөлтак, нөлтак, нөлтан кангет хаймам кандар гандан. Нөлтак
해줘 해줘 고니깐 해줘 해줘 고니깐 날단 그것 해줘은 해전 납득በ까전 아이 맘매간 고니깐 아이 맘매간 해전 납 해줘 해줘 고니깐 날단 강을 해리가다 헤이 С рождения я слышал и рассказы моих бабушек, да, легенды, предания, обряды, обычаи. Это как бы традиционный уклад семьи был, да. И самым главным у нас была бабушка, да, хозяйкой нашего семейства. И все мы слушали ее, выполняли те поручения, которые давала бабушка нам всем, да. И мы, как малые дети, действительно, детство – это самое счастливое мое время, потому что по времени года, в течение года, ты кочуешь по всей тундре, и на твоих глазах тундра меняется, и это очень красиво, во-первых, да. И все наши обряды, все традиции связаны с природой, да? И действительно и зимний период, и летний период, и весенний, и осенний, и ранняя весна, и ранняя осень, и поздняя осень, и ранняя весна. У каждого сезона времени года, да, свои традиции, свои, в каждом сезоне свои обряды, в каждом сезоне и этническое питание малочисленных народов особенности, да, и в каждом сезоне мы как бы вот так и жили в круговерти природы. Эвенское песнопение «Инди-Ике». Песня мастерицы, когда она выделывает сухожилие для того, чтобы готовить, для того, чтобы сшить теплую кухлянку или теплую шапку или теплые рукавицы, и чтобы эта одежда оберегала холод, защищала от холода, чтобы защищала от ненастий и приносила удачу в охоте, в работе для защиты от волков.
hirigen iken hanga dam hayo makan bidanna guni kena halmadam gorono kani kan nyamal cijen guni kan ikarim mahiriga ram injo 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 ayam makan bidanna hai mo makan tam kaja tam koram mahinje ya nyamal tejan bunyi kan hanganadam titi gan hanga demakurat hangan demakukut naan bekas wetan diwet taan gunyi ikan nahika daam injo 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 tamko dema tamko daam. И, конечно же, в моей творчестве очень самую первую роль, главную роль играет это олень. Действительно, без оленя нет и представителя коренных малочисленных народов Севера, да? Олень все для нас служит. И пища, и одежда, и транспорт, все-таки. И все наше мое вот сейчас работа связана именно развитием традиционной культуры, духовной, материальной культуры коренных малочисленных народов Севера. И действительно по этим традициям стараемся передавать из поколения в поколение то, что нам передали наши бабушки, наши старейшины, наши родители. И стараемся также и вести просветительскую работу. Песня моя была посвященная моему оленю, передовику. Я когда в творчестве нахожусь, я в полете. Где-то у меня связь
с моими предками. И они меня поддерживают, и я их поддержкой исполняю их надежды, чаяния. И, конечно, очень хотел бы поблагодарить всех тех, которые меня и поддерживают, которые были на моем жизненном пути. Я их всех благодарю. Как вдохновенно поет уникальный носитель эвенского языка, прекрасный певец и видный организатор, мастер слова, тонкий и глубокий импровизатор Максим Дудкин. Жизнь эвенов – это ритмы оленьего бега, это стремление к будущему. Эта песня посвящена моему передовику, оленю, который он и в тяжелые дни, и хорошие дни всегда меня сопровождает. Да? Арчамиль беддым. Вот посвящено моему другу, передовику оленю. Эвенский мальчик Максим Дудкин вырос среди оленей, и вся его жизнь идет в ритме оленьего бега. Он всегда прислушивается к ритму своего сердца, вбирающего звуки тундры, ритм оленьего бега, ритм дождей, ритм песен.